Власти Коми намерены сделать наш регион пилотным при реализации нового национального проекта на уровне России с условным названием «Внутренний туризм». Об этом руководитель региона заявил на первом совещании по подготовке к юбилею, который мы все отметим уже в августе следующего года. Задача – повысить привлекательность территории для гостей и туристов. Также Владимир Уйба считает, грядущее столетие должно запомниться не только яркими мероприятиями, но и реализацией важных для людей инфраструктурных проектов. А еще, чтобы люди сами смогли внести лепту в благоустройство своих городов и поселков. В этой сопричастности, я думаю, что нужно продумать какие-то такие созидательные мероприятия, которые люди сделают сами. Ну, не знаю, там пойдут и создадут под руководством при проектировании, ну, какой-то там, не знаю, сквер. Высадят деревья, да, то есть вот то, что люди будут потом говорить, что это вот мы сделали там с своим коллективом, там, например. Вот мы построили, мы отремонтировали, мы вот памятник поставили, в конце концов, тоже очень важно. И на самом деле нужно дать возможность людям реализоваться, чтобы не просто приходили дяди в строительной одежде, строили, что-то мазали, делали, а люди ходили как зрители, чтобы люди были сопричастны. Мэр Наталья Хозяинова, защищая свой вариант проведения комплекса мероприятий, отметила, что все мероприятия Дня Республики в столице будут ориентированы на жителей Сыктывкара и пройдут под девизом «Республика Коми – это ты». Наиболее масштабные работы по благоустройству запланированы в основном в местах празднования на набережной реки Сысола в Кировском парке и Стефановской площади. При этом с набережной в течение года мэрии еще предстоит поработать из-за непредусмотренных дренажных систем. Сейчас мы там вверху, на территории парка, делаем ливнеперехватывающие лотки, наверное, да, ливнеперехватывающие лотки, для того, чтобы вся вода, которая идет с Кировского парка, не заливала набережную. Кроме того, так как это по проекту было гидротехническое сооружение в целях укрепления берега реки, то лестницы были сделаны не сплошные, и на сегодняшний день, вот после проливных дождей прошлого и позапрошлого года, у нас, к сожалению, некоторые ступени просто проваливались.